Всем привет! Меня зовут Сенечкина Ксения, и это у нас репортаж с места событий. Сегодня, 25 февраля, в стенах нашей школы проходит первая репетиция вальса, посвященная последнему звонку. Давайте же узнаем, как проходит это мероприятие наших выпускников, что они чувствуют и что для них значит танцевать этот вальс. А репетиция проходит у нас прямо за этими дверями. Пойдемте посмотрим. Танцевать вальс на своем выпускном является очень ответственным и интересным событием в жизни каждого. Выпуск 2024 года только начинает свою подготовку, но вскоре они исполнят тот самый танец. Представьтесь и расскажите вообще, что сегодня у нас здесь происходит. Меня зовут Яковлева Катя, я ученица 11 В класса. У нас сегодня проходит репетиция вальса на выпускной. Вообще для вас что значит танцевать вальс среди учеников 11 класса, вот в главном таком событии жизни каждого школьника? Для меня это означает, знаете, это реально значит прям очень много для меня, потому что отучилась в этой школе, и наконец-то, это какое-то особенное событие для всех девочек и мальчиков, которые танцуют вальс, и для меня особенно. Это будет такое воспоминание о школе, теплое, приятное. Я Большой Оскар из 11 Г класса. Что для вас значит танцевать вальс на этом выпускном? Танцевать вальс это, важное мероприятие, перед конец учебного года. И, хотелось бы красиво выступить и, красиво закончить школу. Окей. Кто принял инициативу в становлении вашей пары? Меня просто, пригласила девочка из 11 класса, и я согласился. Меня зовут Торчик Аня, я ученица 11 В, и здесь происходит первая репетиция вальса. Расскажите, что для вас значит танцевать вальс в конце вашей школьной жизни? Вообще, это на самом деле очень прикольно, но я думала, что это будет не очень, потому что я согласилась только, чтобы отстоять честь класса. Вот. С кем вы танцуете в паре и как вообще вы выбирали партнера? Вас пригласили или вы взяли все инициативы в свои руки? Я танцую с Оскаром Баешевым из 11 Г класса. Инициативу взяла я. Пригласила его, но он согласился, и все. Это успех. Да.